Военнослужащие Якутии всегда обеспечены всем необходимым. Гуманитарные грузы направляются в качестве дополнительной поддержки. Процесс сбора и отправки контролирует единый координационный центр. Сейчас на передовую отправляют партию автомобилей, предметы первой необходимости, а также сети, сплетенные обществом, боевые шелкопряды. Фура из Якутска своим ходом отправится до опорного пункта Новоазовск. Впереди несколько городов России, через которые пролегает длинный и важный путь. Одна из остановок будет рядом с Ростовом-на-Дону, где будет оставлена часть ценного груза. И финальная точка в Донецкой Народной Республике. Отдельное место в транспортировке занимают оленьи шкуры. Они могут быть полезными для наших бойцов. Под натуральным мехом животного заметить человека сложно даже вооруженным глазом. Машины тоже ребята там все получат, будут использовать по назначению. Ну, по шкурам что могу сказать? То, что ребята тоже будут пользоваться. Отличный, как укрывающий материал, подстилающий. То есть к осени кто-то будет готов уже конкретно. Большой вклад сделала и компания «Сахабулт». Не секрет, что в Якутии периодически проходят акции по сбору вещей для нужд СВО. В этот раз отправляют свыше 100 оленьих шкур. Отправке предшествует обработка и выделка высшего класса. Из оленьих шкур делают палатки, шалаши, чтобы скрываться от тепловизора. Также мы разрабатываем дополнительные продуктовые линейки по военизированной одежде, по товарам двойного назначения. Двигаемся в этом направлении. Оленья шкура легка в переноске, ее можно использовать как лежанку или подушку для сна. Впрочем, некоторые говорят, что мех оленя помогает восстановить кожные покровы, что очень привычно для жителей тундры. Ну и, конечно, сухая, теплая оленья шкура будет напоминать тепло родного дома. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск.